Всем здравия. Меня зовут Владимир Кулаков-Донской. Я автор и ведущий разработчик российского интеллектуального проекта «Уран». И предлагаю сейчас всем тем, кто находится по ту сторону экрана, на каналах Тихого, Баирова, Ворона, Деда Мороза, Игоря Коношанова, предлагаю вот о чем подумать. Вам не приходило всем в голову, что это именно вы изначально из того самого Александра Якута сотворили себе кумира, великого шамана, а он по своей глупости и наивности начал вам поддакивать, потом вообще возомнил себя Чингисханом. Вы хоть понимаете, что это все вы натворили? Настроили себе иллюзий, сделали из человека легенду, героя, борца за народовластие, которым он никогда, к сожалению, не являлся. Это все вы и ваши иллюзии, ваши воздушные замки. А потом, когда он, как обыкновенный человек, он самый обычный, смертный, грешный, со своими пороками, когда он начал делать все не так, как вам хотелось бы, не оправдал ваших надежд и иллюзий, вы просто залили его грязью и помоями. Вы знаете, не надо быть Фрейдом, чтобы предсказать дальнейшую вашу реакцию вот этого вашего коллективного бреда на это все. Дальше вы будете делать кумира, героя, великого спасителя России, из Баирова лепить. Вы будете лепить героя и кумира себе из Деда Мороза, из кого угодно. А результат будет один. Так как я говорю, что все мы самые обычные люди, потом вы просто зальете человека грязью, когда он якобы не оправдает ваших надежд. Что-то скажет или как-то поступит не так, как вам бы хотелось. Мне вот интересно, когда в нас начнет просыпаться хоть какое-то сознание, хоть какие-то зачатки разума начнут прорастать. О каком единении народовластия, объединении народа вообще идет речь? Вы посмотрите, что вы делаете. Вы друг друга уже засрали с ног до головы, залили помоями и перегрызлись. Вы хоть это осознаете? Надеюсь, что да. Вообще, вы знаете, вся эта ситуация с Габышевым, я там находился какое-то время, наблюдал это все своими глазами. Это такой был срез нашего общества, причем послойно. Я там видел и обиженных предпринимателей, и простых работяг, которым уже настолько тяжко, что им просто деваться некуда. Видел там людей, которых просто довели до отчаяния, откровенно просто нищих. Видел и просто откровенных идиотов. И это срез нашего общества. Там же очутился и знаменитый Стокин. Просто потрясающе. Но это тем не менее, это срез нашего общества. Лицезрейте и наслаждайтесь. И будите в себе сознание, я же говорю. Будите в себе зачатки разума, пока еще не поздно. А то мы так дойдем до ручки. Если вы сидите сейчас на диванах и ждете очередного лидера, который должен появиться и все сделать за вас, позвать вас куда-то, чтобы вы за ним все пошли. Так вот, хочу вам сказать точно, что в этом случае мы своим безумным, вот этим стадным чувством своим, вот этим безумным стадным бредом, мы можем сейчас только поменять условно плохого лидера страны на условно хорошего. Ну, посидит он в этом кресле какое-то время, обрастет своими друзьями, родственниками, близкими, друзьями по даче или по спортивному залу. И через какое-то время станет таким же точно упырем. Подумайте об этом. Начинать надо с себя. А сейчас, на данный момент, мы имеем все именно то, чего заслуживаем. У меня все. Всего вам доброго.